Всем привет! У нас новый выпуск подкаста «Жиза». Сегодня у нас, наконец, Эмин Джабаров в гостях, эксперт по международной безопасности. Здравствуйте. Галия Ханым, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Вам спасибо большое. Давно хотела с вами записать интервью. И мы, конечно, уже до записи начали очень многое обсуждать, да, но давайте начнем, наверное, с последней темы, которую мы вот только-только. Это по поводу устройства, армии для каждой страны, конкретно в Казахстане, да. Может быть, это покажется с места в карьер, а с другой стороны, смысл, там ходить вокруг да около, это все равно достаточно важный вопрос в условиях последних, скажем так, событий. Какой, на ваш взгляд, должна быть армия в идеале? Хороший вопрос. Есть разные подходы. На какой вопрос мы хотим ответить? Мы хотим ответить, как можно улучшить нашу армию, да? Мы недовольны тем состоянием в армии, да? Гибнут срочники, суицидов много. Там бешеные заборы на призыв, насильственные. Насильственные заборы на призыв, да, есть определенные проблемы, люди недовольны этим, да, народ недоволен этим. Есть запрос на трансформацию армии, да. Армия очень большая, да, там 50 тысяч человек, да, там вместе с вооруженными, с соединениями, частями и аппаратом министерства, штабами около 50 тысяч. Это большая организация. То есть мы хотим поменять поведение организации, правильно? Угу. Вот поменять поведение организации это очень, очень сложно, да, мы все понимаем это. Поэтому, конечно, есть критика к руководству, командирам, генералам. Нужно уметь быть в их роли, посмотреть на ситуацию и уметь, конечно, с гражданской точки зрения посмотреть на них. Да? У них есть там определенные ограничения, трудности и так далее. Но все-таки запрос есть. Да? Как можно эту большую организацию поменять? Я исключительно верю только через образовательные реформы. Вот меняться можно только через образование. Я сам кадровый офицер, вы знаете, я закончил военный институт сухопутных войск имени Сагадата Нурмагомедова, первого министра обороны Республики Казахстан. 15 лет прослужил, я довольно хорошо знаю армию. Я служил в основном в регионах. 6,5 лет в Актау, почти 1,5 года в Шымкенте служил, учился в Алмате. И последние полгода я в Астане был в штабе. Регионы и центр – это разные вещи. И майором я уволился в 2021 году. Я однозначно скажу, что большая проблема в подготовке офицерских кадров у нас есть. Мы не знаем, как воспитать офицера в таком понимании, как руководителя, как менеджера, который будет брать ответственность, у которого есть лидерские качества, который умеет вести переговоры, выступать, риторика. Этому же надо учиться, как вести за собой людей и так далее. Это гигантская ответственность, да? Командир танкового взвода, у него 4 танка в подчинении, да, там почти 10 солдат в подчинении, оружие, танки, боеприпасы. Это все дорого, это все очень опасно. И представляете себе, сколько мы должны вкладывать в его образование, чтобы он умел этими судьбами людей и этой дорогой техникой правильно распоряжаться. Текущим состоянием военного образования я исключительно недоволен. Исключительно. Я сам учился, сам проходил это все. Там нужна трансформация. Когда мы проведем трансформацию в подготовке офицеров и трансформацию в подготовке сержантов, что тоже очень важно. Сержантская подготовка, она не может стоять меньше по важности, чем офицерская, потому что сержанты, они всегда ближе к солдатам. Когда мы эту трансформацию проведем, когда мы подготовим в первую очередь, с морально-деловыми качествами, с высокой этикой, с высокопорядочной осознанность. Часто на Западе мы слышим же это понятие mindfulness, осознанность каждого командира на месте, осознанность, что он делает. Это тоже очень большой вопрос. Его подход, его взгляд вообще на армию, mindset, что сильно меняет вообще. Кажется, что это все красивые слова, на самом деле, просто нет. Это именно важно его внутреннее духовное состояние подправить сержанта и офицера. Когда мы научимся через образование готовить такие кадры, тогда
вот эта организация большая начнет меняться, тогда можешь какие-то реформы проводить. Тогда какие-то изменения в законах, реформы, они будут давать плоды. Пока вот нету ни заинтересованности, ни видения, как это поменять, ни обсуждения этого. Пытаются работать с последствиями, но не работают с причинами. Вот это я в этом глубоко убежден. Но есть в обществе нарратив, что, мол, там, не знаю, 30 лет назад, да, 35 лет назад, вот советская армия, она была такая, там, и офицеры там были, Верите ли вы в это? И как так получилось тогда, что мы раз и вот потеряли, если это так? Очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Тоже задавался, думал, пытался вникнуть, понять. Вот есть очень хорошие ученые. Вообще вот шведский ученый Андерсон Джонсон, Understanding the Russian Way of War, по-моему, вот так называется. Вообще Швеция в мире военного искусства один из интересных игроков. И в плане в Швеции есть свое самолетостроение, Гриппины, допустим, Азербайджан интересуется закупить. У них есть своя школа изучения войны. То есть Швеция такая державой была, которая как бы уже просто является одним из европейских государств, но там интересные академические исследования есть. Там, например, есть исследования, Хакан Эдстрём писал. Вот мы же говорим middle power. Вот военное искусство middle powers. Они там объединяли, смотрели. Военное искусство small powers, small states, как воюют, great states. Они вот это все изучают, там интересно. Вот. Не знаю, зачем про это рассказал. Да? Нет, это тоже интересно, да. Вернемся к Андерсону Джонсону, да? Understanding the Russian Way of War. Вот он с царской России начал Советский Союз и современную Россию понять, что для России вообще там, что для них представляет угрозу. И там много-много-много-много он рассказывает. Очень интересно. Это академический труд. Он делал докторантуру в King's College, это британский университет. У них есть кафедра War Studies, изучения войны, он вот один из учеников вот этой кафедры. И вот период, когда он рассказывал про советскую часть России, как они формировали командиров, политруки, коммунистическая партия, как коммунистическая партия выделяет политруков, чтобы вот соблюдались права рабочих крестьян, как это все работало. Это классная система была. То есть, в каком понимании классная? В тех реалиях, в которых Советский Союз существовал, это был хороший способ держать свою армию в какой-то степени. И Советский Союз, да, там, с большими потерями, он прошел там, Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. И у Советского Союза был колоссальный опыт экспедиционных войск, да, там, вести крупномасштабные боевые действия там, на уровне, там, на стратегическом уровне, да, там, это такое операционное искусство, дивизия, армия, фронт разворачивался. И генералы этим умели управлять, и коммунистическая партия Советского Союза, она умела вмешиваться туда. То есть у нас отделена сейчас, да, армия от партии воссоединена. Вот у нас нету представителей Аманата в частях, правильно же? Да. А там были, и они следили, чтобы все было там в соответствии там, с марксизмом. Согласно марксизму, да, вот идеология держит государство. Там, согласно там, не знаю, политическим теориям там, Запада, там, не знаю, там, личный интерес формирует, да, там, все хотят обогатиться, рационализм, и там государство строится. Ну, они вот так верили, и оно работало. Когда Советский Союз развалился, да, когда мы унаследовали воинские части, соединения, да, воинские формирования, мы создали свою армию, мы поменяли название, немножко там поменяли там... Косметический ремонт? Косметические поверхностные изменения, да, мы убрали влияние партии на политруков. Политруков назвали офицерами-воспитателями, но это осталось. Теперь у нас не полная советская система, и какую-то новую мы тоже не придумали. Политруки есть, но они практически ни за что не отвечают у нас в Казахстане, то есть офицеры-воспитатели. Более скажу, вот я этим вопросом задавался. Офицер-воспитатель в Казахстане, он готовится по боевой подготовке, он как пехотинец. Правильно, это было в советское время, это был второй командир, или если командир отходил от ценностей коммунистической партии, там, совершал преступление, политрук его арестовывал, принимал на себя командование. Поэтому он должен был готовиться как пехотинец. Но в нашей реалии
это не имеет никакого смысла. Никакой идеологии нет. Нету, да. Он офицер-воспитатель, он отвечает за моральное состояние, за психологическое состояние военнослужащих. Ему нужна подготовка социолога, психолога, правильно же, если он офицер-воспитатель. Угу. А у него боевая подготовка. До сих пор. До сих пор. Он пехотинец, он отличный пехотинец, бегает, прыгает, танки водит. Я просто условно скажу, вот офицер-воспитатель, он по своей учебной программе похож на танкиста-пехотинца. Например, тыловик, у него там раз в полгода на полигон и так далее. То есть, опять, видите, я возвращаюсь в образование, в подготовку, и так далее. Вот, здесь много нестыковок. Опять же, там, я не знаю, если это можно сделать, если там с администрацией президента отдел там идеологический был бы. Я просто фантазирую, я не говорю, что давайте так сделаем. Который бы контролировал бы этих политруков, это другой разговор. Она бы как-то отображала бы, может, советскую систему, там как-то это работало. Теперь у нас нету нормального офицера-воспитателя, у нас нету системы вообще работы с личным составом, да, как правильно там оценивать моральные, психологические качества, подготовку его, годен, не годен. Вот этого института у нас вообще нету, он вообще не понимается и не пересматривается. Офицер-воспитатель, он на уровне замкомандира части, но он ни за что не отвечает напрямую. Там везде командир несет ответственность. То есть вот это нивелировалась, вот эта должность. А у нас еще более, у нас ввели офицер-идеолог должность. А это еще дополнительно? Еще дополнительно, который вот относится к этому воспитательному процессу. То есть есть психолог, есть идеолог, есть заместитель по этой работе. Но с этой работой они не справляются. Это большая проблема. То есть, если мы сравниваем там с Советским Союзом, да, где идеология, где там, это другой уже момент, да, где со школы начинают, да, помните, там предметы были по НВП было, да, начальной военной подготовки, были лагеря, были там, всех учили там. Это вот для тех реалий, я хочу сказать, советская система, она работала. Масс-армии, да, большие армии, всем по автомату раздать и большими армиями, большим количеством задавить противника, да, и вот этим всем управлять. Она работала в тех реалиях. Сейчас у нас нет небольшой армии, у нас нету, мы не можем там даже вот бизнесу, давайте вы в военное время вы вот так или вот так делаете, то дайте, это дайте. Вот это все не работает. У нас бизнес, частная собственность. Есть интерес человеческий, который хочет развиваться, зарабатывать. И ему идеология, да, как в советское время. В советское время все были, плюс-минус все одинаковые, были бедны, правильно? И жили какими-то идеологическими ценностями, да. И это как-то работало. Но в наше время это не будет работать. Генерал, если он будет говорить за родину, там, родина-мать зовет, это сейчас как-то смешно выглядит немножко, оно не работает. Да, это патетично выглядит. Да. И тут я пытался разобраться, да, вот, опять же, по своим таким наблюдениям, да, я вот еще раз в регионах всю жизнь служил, пытался понять вот, ценности казахского народа и так далее, вот, потому что в армии в основном казахскоязычные. Парадокс, у нас образование на русском языке, но в основном идут туда исключительно на русском языке, а идут туда в основном казахскоязычные дети. Вообще ничего не преподают на казахском языке? Ну, идет какая-то трансформация, но нет. Вот, например, там в полиции есть группа казахская, русская, в КМБ есть группа казахская, русская, в армии нет, там все на русском. Доклады все на русском. Нет, ну, общие какие-то они перевели, там, общевоинские уставы, но, допустим, на карте отработать, доклад сделать по ситуации, да, допустим, нет, на русском языке он будет. Он исключительно будет на русском языке. Ну, это, да, это другой вопрос, к этому вернемся. Там... У военных нет военного издательства, они не могут переводить. Если сейчас сказать им, давайте на казахский переводить, они всех учителей заставят переводить. Это сложно, там большие вопросы, там нужно вкладывать в армию. Ну, это сверху должно. Да, это военное издательство, нужно переводить и так далее. В наших реалиях, да, другие люди, другая молодежь, вот с ними их надо изучать, да, вот надо. Иногда кажется, что я вот прослужил, я знаю, но потом вот годы проходят, ты уже видишь, уже другие люди. Уже надо, то есть мой какой-то опыт, он уже нерелевантен к ребятам 18-19 лет, он уже нерелевантен. Там поколение Z надо смотреть, да, у них какие ценности, поколение Альфа, да, это, ну, какие-то социологи не верят в эти, да, окей.
но у нас нет научного подхода к пониманию себя, к нашей молодежи, да, к нашему народу, чтобы понимать, как их призвать в армию, как с ними работать и как их вести в бой. Этим должен заниматься научно-исследовательский центр. Да? Ну, не хочу обидеть, там много коллег, много там хороших ребят. Но у нас вот этого научно-исследовательского центра, кто проводил бы эти исследования, кто давал бы методички, давал бы пособия командирам, как работать, пока не функционирует. Там, примеры просто приведу, допустим, там, в Англии есть Royal United Service Institute, есть Charles C, это такие крутые военные научные аналитические издания, где, допустим, там, не знаю, их там исследователь один, Джек Уотлинг, он поехал в Украину, 9 командиров бригад, одного командира батальона, опросил, как воюют, какие проблемы есть, какие новые технологии, составил там аналитический доклад, опубликовал его. Вот применение, допустим, там, к вооруженным силам, как нужно, какие проблемы есть и так далее. Но нам тоже нужно, Министерство обороны, активно изучать молодежь. Прям заказывать нужно, исследования нужно проводить, понимать их. Ну, опять же, это все через, я же говорю, вот, нужно... Сопряжено с образованием. С образованием. А когда мы говорим об образовании, там и воспитательная часть, не только научная, не только практическая, такая командирская. В отношении боевой подготовки, оперативной подготовки, физической подготовки, мы наоборот, у нас очень хорошие данные. Мы, например, там, на всяких соревнованиях выигрываем. То есть наши ребята в солдатской подготовке, мы неплохие, мы нормально, мы можем пробежаться, пострелять, и танком управлять. Это физическое, да. Ну, и тактическая, мы можем и сориентироваться хорошо на местности, и там боевая подготовка, и стрелять можем хорошо. Но у нас именно именно офицерской подготовки не хватает, именно такой тактической, оперативно-тактической, стратегической, чтобы вот посмотреть на эти все проблемы и найти решение на это все. Я не могу сейчас сказать, что у меня есть решение на все вопросы, но я знаю, что решение на все вопросы ищется через научно-исследовательскую деятельность, через аналитическую деятельность. Вот это надо институционализировать. Должен быть какой-то независимый научно-исследовательский аналитический центр, ну, там, условно, он вот как КИСИ при президенте. Такой же примерно при президенте, при аппарате президента, там, условно, отделу обороны и безопасности подчиняется, и он, как администрация президента, им заказывает проблемы изучения, там, опрос офицеров, опрос солдатов, опрос школьников, почему не хотят, что боятся, что показывают, что есть на самом деле какой-то беспристрастный орган, на которого Министерство обороны, как бы, когда у тебя есть заказчик, влиять, да, ты же под адресат всегда пишешь аналитику, да, или исследование. Ну, такое все равно, такое влияние, оно возможно, да, чтобы вот это избежать, какой-то независимый. И я считаю, что вот такой научно-исследовательский центр, независимый, который будет основываться на исследованиях, на аналитике своих ученых, это не обязательно бывшие военные, это может быть гражданские ученые, любые вообще, кто умеет проводить исследования, понимать умеет, с каким-то, не знаю, с пытливым умом, со скиллами хорошими, с бэкграундом академическим, которые будут искать ответы на вопросы. Вот это, я считаю, институциональное решение проблемы. Если завтра война, ну, Кудай сақтасын, как говорится, да, но мы не должны это выкидывать, учитывая текущие обстоятельства, да, там. Если завтра война, какие прогнозы? Ну, у нас в законе, да, в нашей доктрине, там прописано, там есть и маленькой интенсивности, средней интенсивности, своими силами мы решаем вопрос. Если высокой интенсивности, мы обращаемся к коллективным силам безопасности, то есть ОДКБ, да. Ну, у нас Министерство обороны, и опять же, я не хочу всю критику на Министерство обороны дать. Я все-таки думаю, здесь нужно такое политическое решение, да, о трансформации Министерства обороны. Этого политического решения пока нету. Почему нету? Я так думаю, мои мысли, потому что во внешней политике мы, в принципе, со всеми договорились, со всеми хороших отношений.
У нас и российские вузы представлены, и американские, и английские вузы, и с Пакистаном мы в хороших отношениях, китайский, да, и так далее. Мы со всеми дружим, формат Central Asian Countries Plus, да, там все работает, все хорошо. Когда у тебя нет конкретного врага, вот такого, когда я не говорю про терроризм, да, террористические группировки — это... Мы говорим чисто о военных конфликтах. О военных конфликтах. Это задача там КМБ, МВД, контртеррористическими операциями там решать вопросы. Когда говорим о конкретно военном конфликте. Когда у тебя нет конкретного противника, смысл твоей армии в какой-то степени размывается. Ну, конечно, у нас есть стратегический такой интерес, это защита наших недрересурсов, да, защита транспортных коридоров, это от нас и партнеры хотят, да, как вы будете это все защищать, инфраструктуру и так далее. Ну, вот в этом отношении Министерство обороны, как бы, я не думаю, что они готовы. По многим причинам, да, по многим причинам. В настоящее время Национальная гвардия, она имеет такой хороший опыт, хорошее понимание там, вообще использования оружия, да, так скажем. Понятно, Национальная гвардия, у нее нет таких задач, такого вооружения, да, и так далее. Но Национальная гвардия – это единственная, наверное, структура, где люди умеют обращаться с оружием, у них есть какой-то маленький боевой опыт и так далее. В Министерстве обороны пока мы видим там большие там социальные проблемы, мы не видим какой-то трансформации, не видим какое-то развития, не видим вообще такой концептуальной стратегии, да, в развитии вооруженных сил в Министерстве обороны. Пока нет. Но здесь я тоже как рекомендацию хотел бы сказать, что, возможно, трансформация, наращивание вооруженных сил – это соседними государствами рассматривалась бы как, наверное, милитаризация Казахстана, как угроза. Может быть, здесь есть такое политическое решение. Поэтому держать Министерство обороны, просто как держать его как министерство, как просто вот у всех есть, и у нас тоже должно быть. Может быть, вот такое политическое решение здесь есть. Но Казахстану все равно придется развивать вооруженные силы, все равно придется думать, как они будут обеспечивать безопасность транспортно-логистическим хабом. Да? Хотя бы. Да, ну, потому что прогнозируется, там, я не знаю, Алмата может стать, там, не знаю, сухопутным Сингапуром, да, там, хаб быть, там, проходить, ну, пояс и дорога, да, китайская инициатива. Сейчас, когда инфраструктура есть, может быть, и западные игроки туда придут, будут вкладывать на готовую инфраструктуру, потому что в Китае бизнес по заданию коммунистической партии, а там они по выгоде. Если выгодные станут, может, и зайдут сюда. Там Джей Ди Венс, да, там посетил Азербайджан, Армению, может, здесь какие-то инвестиции будут. Это все надо будет как-то защищать и вообще вот выступать, да, то есть мы или должны отказаться от армии, или привести ее в порядок, да, я думаю, вот второе все-таки будет привести ее в порядок. Здесь, чтобы не выглядело милитаризацией, да, чтобы мы не нарушили те отношения, да, с государствами, которые мы выстроили, здесь нужна смарт-армия, технологическая армия. Ну вот замминистра обороны Дархан Ахмадиев, он гражданский, он по диджитализации, по цифровизации армии, он очень хорошие новшества принес, трансформацию Министерства обороны делает. Цифровизация помогла транспарентно там решить многие там коррупционные вопросы. Он вот занимается тоже трансформацией такой армии и сделать ее смарт-армия. Там, не знаю, если вы видели ролики там, как Инвиктусе дают же такие в крутых тренажерах, браслетики он солдатам выдает, там тренажерные залы, там что-то он делает. И вот трансформация армии может быть, да, чтобы мы не нарастили там, нас 50 тысяч армий, там, не сделали 200 тысяч армий, там, не испугались, что случилось с Казахстаном. И там солдатам раздали автоматы старые. Нет, может быть, она останется 50-тысячная, но там условно мы в дроны вложимся, операторов дронов подготовим хороших или привлекем. Или подводные дроны будем использовать на Каспии, если мы говорим о Middle Corridor, надводные дроны, летающие над Каспийским морем дроны. Это не будет выглядеть, может быть, как милитаризация, агрессия и так далее. Это будет трансформация армии. Может быть, нам нужно вот больше на это делать акцент.
и там улучшать условия, делать, может быть, контрактную армию, чтобы, вот так не загонять детей, да, там, как мы видим постоянно какие-то скандалы. Да, это капец просто. За полдня человека оформляют и... Ну, потому что недобор, не хотят, боятся, и Министерству обороны нужно смотреть на вот эти проблемы, да, видеть реалии. Не знаю, есть такое как бы понимание, что вот контрактника, то есть сержанта, то есть не срочника, а контрактника держать, сержанта, солдата, дороже обходится. Ну, солдат тоже на полном обеспечении, ему тоже там и зубная щетка, и паста положена, и нательное белье, и все. То есть большой вопрос, кого дороже содержать. Может быть, контрактная армия – выход из ситуации. Профессиональная, может, там, зарплату хорошую. Надо, опять же, я не хочу резко говорить, что я там знаю ответы на все вопросы. Это нужно исследования проводить. Это нужно исследование, это нужно посмотреть армии, сравнить, какие проблемы были. Допустим, я знаю, Польша очень долго переходила этот процесс от советской армии, от больших армий, в какую-то современную армию. Можно вот с поляками поработать, спросить, как у вас случилось. Ну, конечно, наш помощник военно-атташе в тюрьме. Сейчас, может быть, не знаю, на каком уровне отношения. Ну, дай бог, все решится. Ну, надо посмотреть, надо исследования проводить в этом отношении. И есть задел, над чем работать, и это можно все решить. Но, конечно, в нынешнем состоянии армия просто непонятно. Вот, опять же, проводят учения. В армии мне вот это всегда как бы удручало. На всех учениях мы всегда всех выигрываем, все всегда классно, все всегда слажено, мы всегда такие молодцы. То есть там нету никакой критики, нет никакого реального анализа, как управлять вооруженными силами, да, во время учений и так далее. Один из выходов тоже я писал аналитику, публиковал, рассказывал, как нашу армию улучшить, чтобы она была готова, да, на какие-то военные агрессии. Это отправка нашего контингента на миротворческие миссии. Они же были. Есть, у нас одна рота. Это исторический максимум для нас. То есть какой-то участок миротворческих миссий, и не какой-то, а такой очень горячий, голландские высоты, где там Израиль, Сирия, постоянные там конфликты, перестрелки. Эвакуацию наши сделали хорошую, когда Хаят Тахрир аш-Шам пришел к власти, когда Джулани пришел к власти. То есть эвакуацию ООНовских сотрудников они сделали из Дамаска. То есть в Ираке был, да. Разминировали в Ираке и так далее. Но ее нарастить надо. 4 батальона надо отправить. Бригаду отправить, взять ответственность. Понимаете, что Казахстан мог взять одну бригаду в самолеты загрузить, отправить в Африку, на Ближний Восток, развернуть технику, солдат. Вот тогда это уровень показатель, что у Казахстана есть потенциал выполнять экспедиционные миссии. Да, мы можем полететь где-то, развернуться и какую-то операцию выполнять. Вот это выход через миротворческие миссии. Больше Китай в каком-то году был номер 1 поставщиком миротворцев. Он обкатал свои вооруженные силы по миротворческим миссиям ООН. Мы тоже можем их обкатать. Какие-то страны, оказывается, чуть ли даже не зарабатывают на этом. У нас, например, есть самолет А400, очень такой крутой, современный, мы закупили военно-транспортный самолет. Каким-то странам, вооруженным силам мы оказываем услуги, оказывается. Мы летим, грузим их, переправляем. Это тренировка для наших пилотов и так далее. Но за это ООН платит в 3-кратном размере. Это тоже такой интересный концепт. Некоторые страны даже зарабатывают на этом. Некоторые страны обкатываются. Да? Фон Клаузевич писал, если твоя страна не воюет, учись у той, которая воевала. Да? ООН – это классное место. Обкататься, конечно, там есть риски. ООНовские миротворцы погибают. Там большое количество. Я не знаю точную статистику. В прошлом году был на День вооруженных сил Пакистана. Там у них с 50-60 годов они в миротворческих миссиях, у них более 160 человек погибло, миротворцев на миссиях. Разные оценки умирают. То есть это опасные миссии, конечно. Но это хорошая возможность нашим военнослужащим заработать, проявить себя. Боевой опыт. Боевой опыт получить и принести его сюда, да, в Казахстан. И мы можем наши вооруженные силы, да, все наши бригады обкатать на этих миссиях. Это и наш вклад в международную безопасность, в обеспечение международного права.
и наш статус средней державы, авторитет, уважение и, соответственно, привлечение инвестиций, экономика и отношения с другими государствами и позиционирование правильное. Здесь нужна воля, очень сильная воля нужна. Нельзя просто стать генералом и отсидеться, или там просто, чтобы зайти в историю, я был когда-то генералом, получил и уйти на пенсию. Надо вклад внести. Я считаю, это колоссальная возможность. Как вопрос воспитания армии, содержания армии решался, ну, скажем так, в досоветское время в Казахстане? Хороший вопрос. Здесь такое чисто такое сугубо мое личное мнение, по моим каким-то отрывкам, там, Абай Жылы, там, кочевники, которые я читал, там, книжки, понимание вообще казахского быта. Это была такая интересная система, да, вот Төре, институт Төре был, были Рулар, Жузы, Тайпалар, и был институт Хожа, да, там он больше за судебную власть, там, да, у них интересная была система сдержки противовеса, Хожалар между собой женились, чтобы честно и справедливо всегда выдавать решения другим племенам, да, другим Тайпалар. И с приходом царской власти такая же система начала рушиться, Төрелер уже так не имели власть, такой призыв не могли делать, армии, батыров и так далее. Но она была такая уникальная родоплеменная система со сдержками и противовесами, там институт Төре и Хожа, он был такой институт сдержки и противовеса. Он отлично работал, он существовал, там по-разному говорят, вот как бы мы были кочевниками, там, такой, очень такой, как правильно сказать, очень такой ориенталистский, есть понятие ориентализм, да, вот такой колониальный взгляд. Да, примитивизирующий. Примитивизирующий, да, там, Ближний, Дальний Восток, как бы они были кочевниками, неразвитыми и так далее. Но на самом деле, как бы, это такой заказной политический, наверное, или взгляд, или мысль, я не могу сказать, или просто был пристрастный. Я думаю, здесь была интереснейшая цивилизация, да, там, Самарканд, Бухара, Ташкент, Туркестан, люди по-своему счастливо жили, своя интересная система, не было там тюрем, не было, там были какие-то интересные взаимоотношения, там рабства не было. Это показатель, наоборот, для меня цивильности, да, цивилизации. Да. Вот Питер Франкопан, он очень профессор Оксфордского университета, вот, история Центральной Азии. Он говорит, был шелковый путь, исчез шелковый, появились морские пути, люди стали здесь беднее жить, и большие цивилизации развалились, да, из-за отсутствия потока капитала. Да, вот, там, разные взгляды есть, почему так произошло. Но наш менталитет казахский, да, его очень важно понимать. Хороший вопрос задали. Как раньше было? На это историки хорошо ответят. Да? Раньше, допустим, вот Жаксылык Сабитов, он же наш историк казахстанский, он такие интересные вещи поднимает, рассказывает, мне очень нравится. Раньше, вот сейчас же очень популярно говорить, что там казахи были тенгрианцы, что там к исламу отношения не имели, там, и так далее. Бурундук хан, казахский хан, он писал письмо всем вот в Центральной Азии остальным эмирам, ханам. В Иране пришли к власти шииты. Мы должны защитить наших братьев-суннитов. Он такой джихад объявлял. Понимаете? Это часть нашего менталитета, культуры. Там, Кенесары хан, да, он тоже, его там представляют дикарем, а он носил такой, пальто носил. Он такой опрятный, одетый был по-современному, по 19 веку, как положено. Он такой деятель был, да, за которым люди шли. Да, вот. Очень интересно, я всегда на это акцент ставлю. Колониалисты представляют нас в каком-то дикарском свете, какие-то спонтанные восстания. Невозможно такое. Если он там объединял до 10 тысяч, да, воинов у него было, он что-то популярный был, у него, значит, была своя разведка, у него были свои поставщики оружия, у него были свои поставщики капитала, на который он это оружие покупал, спонсировал. У него была, значит, у него был конкретный аппарат штаба, да, вот, генерального штаба, где они принимали решения, где докладывала разведка, где они обсуждали вооружение, военную технику, как делать засады, планы, секретили и так далее. Вот это все и интересно в это окунуться, потому что
это все отражено в нашем фольклоре, в нашем сознании, да, в нашем там ауз-якостиле, да, как говорится, передавалось там с поколения в поколение. Мы не забыли свои эпосы, мы это все знаем, но, к сожалению, у нас вот, возвращаясь, да, сразу вот прошлое, и нам, но вот это прошлое, и основываясь на этом прошлом, современную молодежь, особенно в армии, не воспитывают, к сожалению, оно не передается. Это на самом деле очень моя большая мечта, вообще вот выпустить такую книгу, академическую, такие исследования провести, я не знаю, может, когда-нибудь получится реализовать, вот с Жаксылык Сабитовым, с Радиком Тимиргалиевым, да, с хорошими нашими казахстанскими историками, вот посмотреть Kazakh Way of War, Kazakh Way of War, как это было, как отдавали детей. Потому что вот я всегда этот пример привожу, отношения казахов с Россией, ну, плюс-минус какие-то были адекватные, да, там мы из Министерства иностранных дел, когда перешли в ведомство в Министерство внутренних дел, когда стали частью России, как-то существовали. Но такое большое антиколониальное наше восстание было, когда Николай II призвал, помните, декрет об инородцах 1916 года? Это впервые вот западные колониальные державы, они же индийцев, допустим, в свои экспедиционные дивизии набирали и отправляли там воевать против арабов, там арабов даже набирали. против русских, да? Да, непальцев набирали, непальские гурки, такой оплот, да, там британских войск и так далее. Они это все использовали. А россияне не делали так. Если добровольно там не вступали, там, то такого нажима не было на коренное население. Это тоже такие интересные колониальные отношения. Екатерина II вот создала управление по делам религии, по-моему, мусульман Кавказа и там Туркестану, то есть у них были какие-то отношения. До этого просто, когда Татарстан, Башкортостан, они брали, ну, башкиров, татаров, да, в те годы, тогда если ты христианство не принимал, то твое имущество забирали. Поэтому кто-то, например, князь Юсупов, Да. он Юсупов, да, но он там православие принял, князем стал, чтобы его имущество не забрали. Какие-то там не сопротивлялись. А потом после такой либерализации какой-то период России, мусульманам разрешили вообще быть частью, активным внутри, в составе царской России, и в политическом, военном плане, сохранять за собой имущество и так далее, и так далее. Ну, то есть, просто здесь сравнение двух колониальных систем. И для казахов, когда вот был декрет об инородцах, восстание пошло. Мне просто вот интересно, значит, казахам было важно семья, детей своих не отдавать, да? Это интересно, это не хорошо, не плохо, это данность. Если вот у нас вот такие ценности, значит, нам нужно понимать, как можно призвать казахского мальчика, как убедить казахских родителей отдать, да? Вот нам просто под это нужно сделать призыв. Вот это понимать. В Англии тоже интересная система. Там вот Первая, Вторая мировая война, вот конец 19-го, начало 20 века, это эра, вот если это вспомните, Пики Блайндерс, это острые козырьки. Помните, марксизм, коммунизм, да, вот первый сезон особенно, как популярен был в Англии. Рабочий класс не хотел воевать за королеву. Почему мы должны за нее воевать? Такое вот, все сейчас рабочие во всем мире объединятся и так далее. Аристократы пошли воевать. Когда гробы аристократов приходили домой, они видят, что вот эта верхушка воюет за эту страну, и они шли. У них вот аристократ – это оплот. Да, они идут воевать, они ведут за собой, да, там армию, да, там царская Россия то же самое. Очень сильно царская власть опиралась на аристократов, да. Там, если вы помните, «Война и мир» у Толстого, там такой фрагмент интересный, мне всегда нравится. В общем, выстрелы, пушки, снаряды, там, гаубицы, выстрелы идут, и офицеры все, оказывается, стоят. И один офицер пригнулся, и другой офицер ему делает замечание, говорит, стыдно должно быть пригибаться, бояться, показывать плохой пример солдатам. Они вот смерти в глаза смотрели, они были примерами. Для них было важно, чтобы вот их солдаты за ними смотрели. У них такое понимание. Но у нас не обязательно такое. У нас, может быть, у нас вообще понятие элиты и аристократа у кочевников, это мы даже в шутку иногда друг другу говорим, там, ты что, аристократ, что ли? Типа, вот, спустись на землю. Мы гордимся, мен ауылдан шыққанмын, мен ауылда екі сиырды баққанмын, да? Это наша гордость, мы наоборот, мы хотим... Фундамент наш. Мы хотим, наоборот, максимально простыми показаться. Типа вот, если ты вырос в ауле, мы гордимся этим, наоборот. У нас аристократ, там,
ну, мы уважаем интеллигенцию, да, и так далее, это никто не нивелирует, но у нас какие-то другие все равно ценности. Опять же, я вот все возвращаюсь к образованию, к исследованию. Понимать надо эти ценности. И основываясь на этих ценностях, нужно вот делать, наверное, призывные какие-то кампании, а по-другому никак. Вот, все-таки, особенно там, не знаю, на юге, на западе, где казахскоязычное население, там другие ценности. Про это даже Ерлан Карин писал. Вот, если я не ошибаюсь, Жусан, операция, он же много вот этими занимался вещами. В казахскоязычных семьях, где крепкие родственные отношения, в террористические группировки очень сложно было призвать. Что у него была ценность дома. Кого призывали там? Ну, в основном в семье проблемы. Наоборот, у которых аула нет, родственников нет людей. Вот в основном таких призывали. То есть здесь классическая эта система вербовки даже не работала, международных террористических группировок, которые работают хорошо, например, в Англии, во Франции. Там же мусульмане себя чувствуют одинокими. Не дома. Не дома, не вписались в их элиту и свою элиту не создали. Особенно во Франции, они же такое радикально секуляристское государство, где там конкретно не дают там развиваться, да, там, не знаю, халяль-индустрию, там, не социализируют мусульман, там, они в гетто живут и так далее. То есть там классная среда была для вербовки в международные террористические группировки. У нас из-за наших крепких родственных отношений все равно это не было так популярно. И вот эти все моменты надо понимать. Не может быть, мы не можем использовать ни одну систему мировую, конкретно применительно к Казахстану, и она у нас не сработает без учета нашего внутреннего исследования. Но при всем при этом у нас достаточно сложная структура в обществе сегодня, да? Ну, я имею в виду. И то есть от радикальных мусульман до атеистов, от казахскоязычного большинства до людей, которые, по этнически, да, мы очень разнообразные государства. Там, по языковой среде мы тоже достаточно разнообразные государства. Я знаю, что на одном из подкастов у вас уже спрашивали вопрос о том, что западные аналитики часто делают вот этот доклад о возможных рисках войны, межэтнических конфликтов. И Казахстан периодически туда попадает, но ни разу не выстрелил. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно, да, там. Я знаю, что вы уже говорили о том, что они неправильно нас рассматривают, но как вообще нужно подходить, да, к этой проблеме? Потому что нас все равно, наверное, подспудно это беспокоит. Здесь я один момент, если можно, да, подправлю, как я вижу. Там, от верующих мусульман сказали к атеистам. К атеистам нет никаких претензий, проблем. Нет, я имею в виду, что ассортимент достаточно широкий в стране. Есть и радикалы, есть и атеисты, типа такого. Но здесь я по-другому, если можно. Да, конечно. Есть, конечно, радикалы, и есть радикальные секуляристы. Вот так я сделал. Да. Потому что в обществе, вот как бы, если, не знаю, как правильно сказать, традиционные мусульмане, правильные мусульмане, умеренные мусульмане, не знаю, какое правильное слово подобрать, и атеисты очень, очень гармонично живут, работают, пересекаются. Но есть радикальные секуляристы, которые постоянно делают нападки на мусульман, комментируют их, ущемляют их и так далее. Есть, конечно, радикальные мусульмане, которые постоянно делают нападки на атеистов, ущемляют их, притесняют, обзывают там и так далее. Вот эти две категории нужно немножко к центру приблизить. Надо стараться, чтобы все были центристами. Да? Золотая середина. Да, проблема, да, вот мне кажется, вот здесь. Допустим, я там посты, недавно один пост прочитал, человек из Бишкека, бишкекчанин, про человека, который ногу в раковину засунул, мыл, видимо, омовение брал. И он так оскорбительно, презрительно засунул ногу в раковину. Я очень много раз видел детей, попу моют в раковину, но это нормально. Но когда мусульманин моет ногу, для него вот это фу и презрительно, да? Потому что есть исламофобия, он боится его. У него есть... что такое фобия? Фобия – это необоснованный страх. Да? Это раз. Два. Там всю жизнь люди в Бишкеке, 1000 лет живут люди, 1000 лет мыли ноги. Это традиция. Там у казахов дают же этот ахман, мне нравится, руки помыть там, и так далее, подержать старшим. Туалет стоит всегда. Да, туалет стоит. Это всегда 1000 лет было. Колониалисты создали... Вот в чем проблема колониализма, да, вот как науки постколониализм как изучают? Они вот эту эпистемологию, да, они формируют. Эпистемология
это как строится знание. Вот они вот эту эпистемологию создали, да, вот эти знания построили, что вот так неправильно. И все, кто вот так не делает, тот неправильный. И они вот этим постколониализмом живут, что если не вот так, то неправильно. И вот отсюда много моментов появляется, да, там, поэтому здесь очень важный момент тоже, чтобы вот, там, я не знаю, и армии это касается, и общества, вот эта деколониализация, она должна проходить. Мы должны понимать, что наше, что не наше, что там, что пришло, что не пришло. 200 грамм водки обмывать там офицерское звание. Наша традиция, там условно Кенесары хану, мы можем сказать, там, там, не знаю, на него ссылаться 200 грамм, он там Кенесары наливал, там, давайте, там, чтобы ты был частью нашего там коллектива. Нет, наверное. И там ноги мыть, не мыть там в общественных местах и так далее. Может быть, в общественных местах должны быть специальные места, где ноги Тогда, мыть, да. да? И как к этому относиться, это и, соответственно, и бизнес, как, опять же, вот этот понятийный аппарат, как он должен строить свой бизнес, под кого он должен строить свой бизнес и так далее. Здесь вопрос вот радикального секуляризма и радикального исламизма, они где-то должны common ground находить, да, центристами быть. По этническим конфликтам, да, много было. Да, Збигнев Бжезинский писал «Балканизация Центральной Азии» и так далее. И такой евроцентристский взгляд на Центральную Азию, что вот там разные этнические группы, скорее всего, будут воевать за там ресурсы и поубивают друг друга, и там будет такая война, хаос, там будет подливаться. Но здесь реалии немножко другие. Вот Центральная Азия, да, как наш регион, он немножко другой. У нас многие вещи, я так смотрю, так понимаю, да, и есть вот интересный академик Филиппо Коста Буранелли. Его в Казахстане знают. Известный человек, он специалист по Центральной Азии, профессор Сент-Эндрюсского университета. Часто здесь бывают, в гостях и так далее. Он интересную вещь сказал про Центральную Азию. По его исследованиям, по его пониманию, он очень глубоко погружался в Центральную. У него жена казашка, кстати. Жена казашка, нет, не казахстанка. Казашка, не знаю. Ну, отсюда. Отсюда, да, с Туркестана. Он еще как-то сына как-то классно назвал. И первое, там у него двойное имя, первое какое-то итальянское, а второе Алим. Вот, то есть он тут ученый, и как бы сыну там как бы желал. Ну, интересный человек, интереснейший человек. И он Центральную Азию сравнивал с Южной Америкой. Там, колониализм был, там, то доминирование других языков над местными языками было. Тоже все про Южную Америку, там должны были они все между собой воевать, убивать туда-сюда. Но там, вот как в Южной Америке, есть неформальное, неофициальное, за закрытыми дверями общение, которое для европейского взгляда непонятен. Потому что для европейцев, вот если не написано, значит не работает. У них, если это не закон, значит так, не обязательно так делать. Это у них вот такие прописанные все правила должны быть. А у нас не все прописано. У нас вообще... У нас все не прописано как раз. Да, как раз таки не прописано. И он сравнивал Южную Америку с Центральной Азией. Он говорил, что АСЕАН нет, там Ближний Восток нет, там Европейский Союз нет, Северная Америка там нет. Но с Южной Америкой мы чем-то похожи. И вот эта мысль о наших неофициальных связях, она очень интересная. И вот в быту даже у нас много непрописанных правил. Но они очень классные, да, там, я не знаю, вот даже, допустим, у казахов қонақтарды төрге отырғызу, уважение к другим людям, к другим национальностям, к другим верованиям, да, оно часть нашей культуры. Я в казахскоязычной среде вырос, там, вот особенно там, наверное, проникся казахской культурой я, когда в казахско-турецком лицее учился, там, 5 лет в общежитии, мне 13 лет было. У меня родители родились, выросли в Азербайджане, да, у них, ну, там, в 82-м, 83-м отец переехал сюда, мама тоже оттуда. И часть моего менталитета, корень, наверное, база там азербайджанская, наверное. Но в 13 лет я вот попадаю в турецком лицее, в основном казахскоязычные ребята учатся, такое казахскоязычное общение такое там было. И я, наверное, тогда погружаюсь в казахскоязычную среду. Я вижу, как они мыслят по-другому, я вижу, какое у них отношение. Вот.
все вот эти их шутки, всех фольклор, тем более в турецком лицее, это ну, такая образовательная, хорошая среда. База, да, Да, академическая. там академическая база, там вот ценности какие-то интересные были. Книжки мы вот Ильяс Есенберлина там читали, мы Абай Жолы читали, Абайдың қара сөздері. Это все как-то там обсуждалось активно среди детей, учителей. И я все равно видел для казахов, да, вот, для ментальности, для их культуры, фольклора, да, отношение, бережливое отношение к другим национальностям, другим верованиям. Да. Мы не можем это сравнить там, с европейским, колониальным, да, там, я не знаю, Леопольд, король Бельгии, допустим, там, коллекционировал детей африканцев, да, допустим, да. Ну, это для нашего там региона это представить немножко, ну, как-то... Невозможно практически. Невозможно, да, потому что мы чуть другие ментально люди. У нас другой подход, другой взгляд, другое отношение. Там по-разному. Есть степная этика, она тоже такая интересная, кочевническая. Там вот этот екжүздік, есть же казахское понятие, екжүздік, да, все про казахов говорят, что они очень прямые, прямолинейные, да, вот эта часть тоже, может, скорее всего, кочевнической культуре, прямо высказаться. Мне одна интеллигентная узбечка с Ташкента рассказывала, у них есть такое выражение, скажи по-казахски, понимание, скажи прямо как есть. Да, допустим, там, вот это понимание, да, степной этики, да, какой-то, и мусульманской этики нам, ну, не свойственно. У нас есть неофициальные отношения. Опять же, вот как вы говорили, ахсакалы, старейшины, мы разговариваем, там, мерят нас и так далее. Потому что для нас это, ну, в хорошем смысле, уят, да, у нас есть понятие, да, стыдно будет перед другими, стыдно будет вот так. Ну, в хорошем понимании, ар, намаз, уят, наши понятия. Там, у нас такого пятна нету прошлого, там, как у европейских колониалистов, там, в Африку высаживались, тысячами грузили в корабли и продавали как товар, там, да, для индустриализации рабов и так далее. У нас по-другому все складывалось, и вот это нам не свойственно. Конечно, поколение меняется, да, уже люди другие, конечно, у нас уже не те рядоплеменные отношения, города ломают наши семейные отношения. Там, 70 лет быть частью Советского Союза, часть, тоже у нас много что поменялось. Поэтому, опять же, здесь надо замерять, надо изучать, что поменялось, насколько поменялось и так далее. Может быть, в перспективе, если такая урбанизация пойдет, такая модернизация пройдет, может быть, и в будущем будут какие-то этнические конфликты. Нельзя не исключать. Но что удержало нас, мне кажется, наши ценности, наши национальные ценности удержали нас, наверное. Наша история, культура, ну, это и все туда входит, и религия, и быт наш, и степная культура, и, там, и так, казахская такая национальная степная культура, и религия наша, скорее всего, удерживала от этого всего. Но, опять же, как я говорил, идентичность, она меняется. Она будет меняться, и нужно постоянно замерять, да, вот как ценности поменялись, к чему это может привести, может быть, и приведет к этническим конфликтам в будущем, да, вот это надо быть здесь очень внимательным. Я вот, сколько уже, 5-й год я в университете преподаю студентам в науке, в аналитике, да, пытаюсь публичную аналитику писать. Я понимаю, что, ну вот, насколько... Вот, у ученого как ни спроси, он будет говорить, ну, здесь надо провести исследование, да, я точно не знаю, но было одно похожее исследование, да, вот здесь надо быть аккуратным, поэтому я всегда свожу к науке, все, это может измениться, надо замерять, надо исследования проводить, социологические опросы, интервьюирование и так далее, потому что базовая идентичность, она меняется, она такой dependable variable, Ну, да. зависимая перемена. Много мы сегодня с вами еще говорим о Центральной Азии, да, это такой, мне кажется, сейчас регион темная лошадка, да, условно. Ну, по крайней мере, для внешних игроков. Но иногда такое ощущение, что для нас тоже. Почему? Потому что мы вроде бы столько лет вместе все, ну вот, да, в одном регионе сосуществуем, но мы как будто бы так и не научились жить вместе. Ну вот, эффективно, да, там. Все равно есть и конфликты внутри, да, там достаточно, там, ну, Кыргызстан, Таджикистан, да, там, ну вот,
анда-санда, скажем так, да, вспыхивает. Там есть вопросы, и я знаю, что у Азербайджана есть какие-то там свои вопросы, там, ну, у Казахстана, там, с Узбекистаном, с Кыргызстаном, там, ну, понятно, не конфликты прям вооружен, ну, какие-то там, да, по воде все время, трансграничные вот эти воды, пользования, да, и так далее. Может быть, у вас есть какой-то анализ или свое видение, да, о том, как вообще нам научиться, может быть, даже жить вместе, ну, эффективно, чтобы мы были одной силой? Ну, никто не подумал бы, что у союзников по НАТО будут друг к другу территориальные претензии, да, США, Дания, да. Тем более Дания, она именно в англоязычный мир очень сильно интегрирована. Датчане очень хорошо говорят по-английски, они вот живут, то есть там, ну и там Шекспира даже вспомним, да, Дания, там Великобритания, они связаны, короли и так далее, то есть династии. Но вот территориальные претензии к Канаде, есть, да, Гренландии, там, ну, многие какие-то там какие-то моменты, да, такое, как мы видим в международных отношениях, такое бывает, да, никто не мог подумать, что Россия и Украина будет такой конфликт, да. Конечно, никогда нельзя исключать вероятность военного конфликта, да, вот мы вначале про это говорили, да, там тоже, несмотря на то, что у нас очень классные отношения, нам все равно нужна хорошая армия, хорошие вооруженные силы, хорошие спецслужбы, такой хороший аппарат обеспечения обороны и безопасности. Но Казахстан, мне кажется, пример, наверное, этого всего, даже в международной политике в каком-то смысле. И Кыргызстан, Таджикистан. Я очень уважаю политическое руководство обоих стран, что они без посредников договорились между собой. Армения и Азербайджан без посредников не смогли договориться, да? Ну, понятно, там Армения силу, ну, Нагорно-Карабах, да, Арцах, как они называют, государственное образование внутри Азербайджана, да, Азербайджан называет их там террористическим объединением, да, они провели контртеррористическую операцию, отвоевали, да, вот Карабах, Да. и 7 прилегающих территорий. Но в итоге, вот если с точки зрения международных отношений, там Минская группа, там Россия, первый конфликт, да, там заморажен, через Москву решали. После второй войны, когда Азербайджан восстановил территориальную целостность, Америка вмешалась, да? Дорога Трампа, Зангезурский коридор, американские инвестиции. Сейчас Джей Ди Ванс, кстати, вот в Армении был, сейчас в Баку. Армении предложил атомные электростанции поменять на американские, там, с Азербайджаном разговаривать. То есть для подписания вот этот трип, да, Зангезурского коридора, там дорога Трампа, они полетели, два президента, в Белый дом, и там при Трампе подписали, там Пашинян или Хамалиев, они подписывали этот договор. То есть вот эти две страны, маленькие страны на Южном Кавказе, не смогли без посредников между собой договориться. Хотя там исторически, я не знаю, это по-разному говорят, но там для азербайджанцев там Армения это не Атажау, да, не исторический враг, там они дружно жили там тысячелетиями. Это не какие-то там заклятые враги. Ну, даже если заклятые враги, там Франция, Германия между собой договорились, да, там после Второй мировой войны. Вот они не смогли договориться. А Кыргызстан, Таджикистан договорились без посредников, без там даже, ну вот пошли напрямую. Без третьих лиц, да. Без третьих лиц, без держав. Это очень круто. Это все равно показывает наш менталитет там, да, какой-то центральноазиатский. Он все равно есть. Все равно мы ближе друг к другу. Здесь же никогда не было границ. Здесь граница появилась в 1991 году, Советский Союз, когда развалился. Мы там караваны там развернули в Карачи через Афганистан, спокойно шли, да, мы там никаких проблем не было. Мы экономически активно были с ними связаны. Мне кажется, это возрождается. Мне кажется, наши политики, ну там со всей критикой, конечно, к ним мы всегда критикуем власть. То есть, да, ну, посмотрите формат Центральная Азия плюс, чтобы нас не разделить, чтобы какая-то держава с какой-то отдельной страной не договорилась за кулисами. Да? Мы вот этот открытый формат друг для друга поставили, он классный, мы выступаем, какая-то институционализация идет наших позиций. И это очень такой хороший задел для экономики, для торговли. Вот по-настоящему, чтобы не было конфликтов, нужно торговать. Да? Вот мне Николас Талеб нравится один раз, он рассказал. Ну вот знаменитый автор «Черных лебедей». Да. Он говорил, в Бейруте, в Ливане, да, где бизнес торгует, там, не знаю, там, на примере одного ресторана, говорит, там, кальян он покупает, там, условно, у маронитов, там,
мясо халяльное у суннитов, там, у шиитов то и так далее. Для него вот эти все секты разные, они все взаимозависимы, да, вот такая либеральная концепция взаимозависимости, когда это ведет к нивелированию конфликтов. И вот эта взаимозависимость там существует, и там проблем нет. Шиит, суннит, христианин, католик ты, маронит ты, армянин, разницы нету. А в деревнях, в окрестностях Бейрута, где же проживают сектами, там, это шиитская деревня, это суннитская деревня, вот там всегда друг о друге какие-то мысли есть. А вот эти шииты на нас, а вот сунниты, а вот христиане и так далее. Там бывают межэтнические, межконфессиональные конфликты. Если мы больше будем торговать, больше будем развивать вот нашу экономику, вот этот капитал, чтобы между нашими странами больше доверяли друг другу, больше звали друг друга бизнес, тогда и вот эта взаимозависимость среди бизнеса, она, конечно, и такой устойчивый мир породит. Потому что если мы с бизнесом связаны, идея войны, конфликтов, она будет казаться очень такой нерентабельной, глупой, нерациональной. Вот это важно. И все-таки мудрость какая-то наших народов, мне кажется, она доминирует, и мы держим это. Жалко, что Туркменистан немножко так, нейтральная страна и так далее. Хотелось бы, вы знаете, да, в Туркменистан нам виза нужна. Да, там еще ее не просто получить. Как-то Крайне непонятно, непросто, для меня. Там же и казахи живут особенно. Там для Мангостауской Атырауской области есть исключение. Если вы уроженец Мангостауской Атырауской области, вам виза не нужна, въезд на 3 дня разрешено, родственников посетить. Но все равно это как-то не имеет смысла. Хотелось бы Туркменистан видеть более активным в Центральноазиатском регионе. Но Казахстан, Узбекистан, да, очень активны в понимании Центральной Азии, Таджикистан, Кыргызстан. Вообще пример, когда договорились они без посредников. Я думаю, все-таки у нас идут тренды, и здесь, конечно, большая заслуга, да, нашего внешнеполитического блока и этих стран, да, потому что мы все-таки одним блоком смотрим на ситуацию, на проблемы, переговоры с державами. Возможно ли военное наступление России? Куда? Казахстан. Это такой один из страхов, наверное, да? Один из страхов в обществе, что Россия провернет то же самое, что с Украиной с нами. В текущих политических реалиях не думаю, потому что мы с Россией в очень хороших отношениях. Мы в хороших отношениях с Россией. Там есть есть же все равно, по крайней мере, в обществе точно есть неприятие этой ситуации, в смысле агрессии, как считает там часть общества, да, там. Российско-украинский конфликт, его экстраполирует на Казахстан, там кажется, да, там, что, давайте так, там была евроинтеграция, Россия выступила против евроинтеграции. Да. У нас в Казахстане есть евроинтеграция? Нет, конечно. Да. Нету. У нас там... К НАТО мы тоже никуда, да. У нас даже сейчас, может, чуть другие реалии, исторически чуть посмотрим. Когда Советский Союз разваливался, да, коммунисты же унаследовали власть, правильно же? Да. Там, да? Кто был активным участником коммунистической партии. И, в принципе, Россию это устраивало. Потому что по старым партийным линиям они друг друга знали и поддерживали какие-то отношения. Все, кто приходил в власти против коммунистов, против, соответственно, связи с Кремлем, на них Кремль реагировал очень сильно. Тот же даже Карабахский конфликт. Там первые годы, если вы помните, тоже Аяз Муталипов был, он член коммунистической партии, он был один из претендентов на должность президента, на власть, да, скажем так, не на президента, на власть в Азербайджане как первый руководитель. Но его сместил Абу-Фас эль-Чибей, Народный фронт, он такой с улицы, поднял народ, такой революцию, напоминает очень сильно Украину, да. Пришел к власти и так далее. В его годы, в 90-е годы, там как раз Карабахский конфликт, как раз проблемы с Ираном возникли. Даже есть видео, где Абу-Фас эль-Чибей обращается к Сулейман Демирелю, нынешнему, тогдашнему премьер-министру, президент Турции, дать ему один вертолет для
помощи там, для какой-то не боевой вертолет, а вертолет скорой помощи вывозить больных и раненых. Демирель ему отказывает там, ну, он говорит, он мне отказал, вот я остался один. И он зовет Гейдара Алиева. Вот Гейдар Алиев, ты приезжай, он зовет же его там, с Тахчевана, вот ты можешь там спасти. Тогда мятеж подняли даже генералы. Они снимали войска с Карабаха, шли на Баку. Вот настолько был такой внутриполитический кризис в Азербайджане. Там Сурат Гусейнов с Генджи, Аля Крамгумбатов с Ленкорана. Там на юге, в центре Азербайджана, там внутриполитические такие разборки между генералами. Это все при вот демократически избранном президентом, который к власти пришел путем демократии, там свержения, да, там власть. Ну, соответственно, Россия видит, что там такой пантюркизм, евроинтеграцию с Турцией, который, кстати, Турция так, ну, помогла, конечно, там в каких-то моментах, но... Так и не свершилось до конца. Конечно, Турция тогда и не такой была, как она сейчас. Ну, я не могу комментировать там. Там Сулейман Демирель, он... ДЖХП, Джумхур Халк партии, это наследная партия Ататурка, который как бы пантюркизм часть их идеологии, но больше евроинтеграция. Они вот как-то все равно в тот период, вот этот политический режим, он как-то настолько не поддержал Азербайджан. Ну, соответственно, Россия там больше поддерживала Армению. И, соответственно, там вот ужасное состояние было, ужасный политический курс. Конечно, Гейдар Алиев, он восстановил, он заморозил конфликт, он восстановил отношения с Москвой, восстановил какие-то переговоры, Минскую группу. Он был очень мудрый политик с большими связями в Кремле. Вот это решало. Вот это решало. Это очень важно. Если ты, вот касательно Украины, да, ну, ты сосед большого государства, да, тебе нужны с ними связи. Ты не можешь как бы вот... Ну, мы посмотрели на Украину, да, там резкий разрыв отношений с Россией, резкие выпады в сторону России. Как Абу-Фас Эльчебей, он в 90-х годах говорил, дорогие азербайджанцы, когда вы спите, спите спиной к России. Такие резкие заявления делал. И, конечно, это к такому привело к кризису. Вот этот большой урок, наверное, для Казахстана, что мы, если мы думаем о каком-то конфликте с Россией, да, мы должны думать, что вот есть Казахстан и Россия, а нас нереально сравнивать. Это ядерная держава, вторая армия в мире, воюющая страна и так далее. Поэтому нам надо договариваться. Да, это сильная страна, мы где-то идем на уступки. Но в текущих геополитических реалиях это так. И сложно здесь. Мы можем думать, как хотелось бы. Конечно, хотелось бы, чтобы 200 миллионов казахов было, казахстанцев, там, сильная экономика, сильная армия и так далее, где мы можем там, заявить, сказать, что нет, мы теперь вот так будем или вот так. Но в текущих геополитических реалиях там, демография, экономика, военное строительство, это вот так. Поэтому нам нужно договариваться и с Россией, и с Китаем, и с западными партнерами. Там вот есть сейчас риск того, что санкции хотят ввести против Кыргызстана и обсуждаются вообще по Центральной Азии, вторичные санкции за то, что поддерживаем с Россией. Вот Казахстану надо выкручиваться, надо ездить, надо разговаривать, как мы можем, чтобы там, и с Россией сохранить отношения, и в санкционный список западных стран не попасть. Да, это большая работа, но нам надо выживать так. По-другому как? Мы не готовы к каким-то геополитическим турбулентностям. Вот. Поэтому здесь я вижу правильный политический курс нашей страны, правильный политический курс по поддержанию отношений, по выстраиванию стратегических отношений с Россией, с Китаем, с западными странами. И у меня даже какой-то критики нет. Мне кажется, все-таки на внешнеполитическом контуре четко все сделано правильно и мудро очень, очень мудро. Вот. Мы можем там покритиковать по какой-то другой позиции, но по внешнеполитической, да. И тоже вот очень интересно, Трамп в Аляске встречал Путина красной дорожкой. Надо не забывать это. Ну, Трамп это, конечно, еще тот персонаж. Ну, понимаете, как может все быстро развернуться? Вы представляете себе, как украинцы себя чувствуют, да? Вот, да, вот какой взгляд это на это все? Нужно понимать, Россия держава, ядерная держава со своей авиационным строительством, танковым строительством, оружием, да, взглядом, вообще на мир взглядом. Есть,
Да, там с критикой, да, то что-то там подходит, не подходит нам. Но нельзя просто сказать, что типа вот, ну, как-то нельзя это все нивелировать. У нас самая большая сухопутная граница, да, с Россией. Там, вопрос был, будет ли какой-то конфликт, не думаю. При нынешнем режиме, который, ну, что Назарбаев, что Токаев, наши президенты, они, наверное, все равно, они были частью вот этой коммунистической партии, идеологии, после развала остались, ну, Казахстан, независимость, они остались теми же функционерами с хорошими связями, наверное, в Кремле, хорошими дружескими отношениями, что Назарбаев, что Токаев с Кремлем, что является залогом, наверное, нашей безопасности и не повторения там украинского сценария. Вот. И если, скорее всего, если вот эта преемственность продолжится, и это будет продолжаться, вот этот гарант будет сохраняться. Вот как-то так, я думаю. Вопрос задам последний, но это просто вот мне всегда было это интересно, но он никак не связан со всем, что мы с вами обсуждали до этого, по поводу спецслужб. Ну, есть в мире там, да, известные там спецслужбы, про которые сериалы снимают, да, там, они считаются там типа золотым стандартом, ну там, не знаю, Моссад, Ми-6, да, там. Насколько вы думаете, или, может быть, как-то анализировали, казахстанские спецслужбы далеко по уровню от вот этих крутых ребят? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Опять же, систему подготовки мы унаследовали от Советского Союза, что в современных реалиях, наверное, как бы... Уже не современно. Уже не современно, да. Уже не современно. И я вот приведу один пример, который на меня сильно повлиял. Да? Вот мы как смотрели всегда? КГБ в Советском Союзе. Да. Влияние в мире, всё, да? Какое там, какие-то там истории были. Там, я не знаю, я помню, вот читал Лев Баусин, спецслужбы на Ближнем Востоке, там советские офицеры. Угу. Рихард Зорге, Зорге, да. да. Там 17 мгновений весны фильм, Да, да, да. какой был, про военную разведку. ТАСС уполномочен заявить, полковник Славин, да, этот советский фильм про КГБ. Там, даже вот место встречи изменить нельзя, да? Тоже, да. Жеглов там, как он показывает оперативников именно советской милиции, да, как он со свидетелями работает, как бандитов ловит там и так далее. Но вот мне, ну вот я вот тоже вот как бы читал, смотрел, вспоминал, думал, тоже вот такой эталон был по-своему. На меня очень сильно произвел впечатление один момент, если вы помните, когда ГКЧП захватила Белый дом в Москве с первым. Помните, там председатель КГБ, министр внутренних дел, министр обороны, и не вспомню, вот один с коммунистической партии представитель был. Они захватили власть, и они выступали перед телевидением. И тогда вот как себя вел председатель КГБ, для меня было большим удивлением. Он, несмотря на всю его подготовку, КГБ славится, он не смог выступить перед телекамерой. Он не смог повести с собой народ. Он не смог... Вот у КГБ тогда, да, вот целый председатель КГБ, он не смог повлиять на ход ситуации в стране. А кто повлиял? Ельцин повлиял. Вышел, переговорил с солдатами, повлиял, выступил, ораторское искусство, переговорное мастерство и так далее, повлиял. Это большое удивление, для меня было большое удивление, что представитель КГБ не смог выступить нормально, не смог донести что-то доходчиво. А вот этот представитель с коммунистической партии, у него руки задрожали. Тогда я вот задумался, что вот из-за того, что она суперсекретна, супер засекречена, да, она капец обросла мифами, да? Элитарная. Да, такая мифологизация, да, вот этого всего. А как оно есть на самом деле, там внутри, показывает реальную ситуацию. Вот реальная ситуация ГКЧП для меня была. Он не смог выступить перед камерами, целый представитель КГБ. И дальше вот углубляясь, да, ну, понятно, ФСБ унаследовала, да, от КГБ, да, в основном, да, ну и мы в том числе, в меньшей степени. Вот хорошие доклады, несколько аналитических материалов Руси Royal United Service Institute, британский аналитический, военно-аналитический исследовательский центр, про вот украинскую войну, и они пишут, что вот в российском понимании разведки, да, там, если у тебя там
они какой-то процент говорят, что вот если эти люди перейдут за тебя, то есть агентура же дает же оценку, сколько людей перейдет за сторону России и так далее, там спящие ячейки, то вот их встретят, там россиян, сопротивления не будет и так далее. И в этом докладе писалось, что они настолько были не то что формальными, а они были настолько сделаны вот в целях удовлетворить свое начальство. Преувеличенный. Вот здесь важно, чтобы начальник смог доложиться, и чтобы получил он свою медальку. Вот эти советские приписки, получается. Приписки, преувеличивание, убеждения, выдавать желаемое за реальность и так далее. Вот они давали совершенно ненастоящие данные, ненастоящую картину. Да? И вот это выдавать всегда там. У нас же любят больше дайте, лучше дайте. А почему вот так? Значит, ты не умеешь работать, ты работу не мог поставить. Другой пришел, смотрит, тот хорошо работал, но давал картину не ту, которую нужно руководству. Ну, конечно, он будет говорить, ребят, дайте вот так, как хочет руководство, правильно же? И они давали совсем не ту картину. И вот это большая проблема. Это большая проблема. Это и для ФСБ современного, для КГБ, и для наших, и спецслужб, и для полиции, да, статистика. Столько-то преступлений раскрыли, то-то сделали. И тогда требования именно в каких-то показателях, они истинную работу, конечно, тормозят, нивелируют и так далее. Поэтому вот это такая моя большая критика КГБ, ФСБ и все спецслужбы, которые унаследовали эту систему. Где, допустим, в западных странах тоже вот большая критика допустим, к западным спецслужбам. У них очень много провокаций. Допустим, вот ЦРУ, они очень много устраивали, как правильно объяснить, они вот террористов, которых они закрыли, Они не были террористами на самом деле. Они отправляли туда людей, которые их уговаривали совершить террористическое преступление, какой-то террористический акт, и когда они соглашались, и это был для них террорист. Вот видите, потенциально он мог. Там тоже очень много проблем, очень много такой бюрократии, критики, там тоже очень много непонимания вообще других народов, там особенно если мы берем американскую разведку, у них большой фокус в технологиях, там спутниковая разведка, прослушка и так далее, скрытие, больше такая техническая разведка. Большая критика. Когда мы говорим про разведку, это всегда про деньги. Если есть деньги, вот если туда есть желание вложить, то там можно что-то изменить и сделать из нее хорошую разведку. Я не думаю, что наши казахские ребята, про нашу молодежь, когда я говорю, что они чем-то уступают другой молодежи в мире. Я думаю, здесь воля, наверное, и вложения какие-то нужны. Дешевой разведки не бывает. Если сравнивать нашу разведку со всеми другими разведками мира, у нас и задач таких нету. И я не знаю, с Моссадом, Моссада вокруг враги. Иран парад устраивает, Марк Боа Исраиль, смерть Израилю на ракетах пишут. Конечно, они будут готовиться, конечно, будут внедрять агентуру. 80-миллионный Иран и 10-миллионный Израиль. Вокруг у них, соответственно, они и деньги выделяют, и подготовку выделяют и так далее. Мы 30 лет не воевали, и хорошо, что мы не воевали. И понимание, что у нас враг, кто наш враг, что нам надо. Опять же, когда нет врага и нет понимания, зачем спецслужбы, зачем армия, к чему вот это все делать. Наверное, вот здесь где-то подхрамывает. А так, не знаю, в интеллектуальных способностях, в скиллах, не думаю, что мы чем-то уступаем. Вообще у нас, как молодежь, как человеческий капитал у нас очень высокий в Казахстане. Мы и триязычные, мы и шустрые, мы и путешествуем много, побольше, допустим. Я статистику смотрел, допустим, даже российскую, Дудь говорил в своем подкасте, 60% россиян не имеют загранпаспорта, не выезжали никогда, допустим. У нас довольно активно люди выезжают, смотрят. Это все важно, когда мы говорим про разведку. Понимаем ли мы другие страны, можем ли мы адаптироваться и так далее. Я думаю, что
казахи Мы высоко адаптивны. очень хорошо могут Да, адаптироваться, да, хоть где, хоть в Америке, там, слышишь иногда там комьюнити наши, там, где, в Чикаго, в Хьюстоне, там, в Техасе, там очень хорошо активные. То есть ну, каких-то в скиллах природных, да, там проблем нет у нас. Проблема там в политической воле, в надобности и, конечно, в финансировании. Если государство будет также вкладывать, сколько Израиль в Моссад вкладывает, я думаю, мы сделаем больше и лучше, не хуже сделаем точно будем. Но государство не видит в этом надобности, да, допустим. Ну и тоже важный фактор. Наш президент дипломат, да? А дипломаты, ну, вы же знаете, они со спецслужбами, с военными, Срощены. как бы у них всегда противоречия были. Но Ну, они все равно же акторы, внешние акторы. Акторы, да. В России Путин, он выходец из ФСБ, соответственно, он ставку будет делать на спецслужбы. А наш президент выходец из МИДа, он ставку будет делать на МИД, на дипломатов. И вложения, и средства, и зарплату, и полномочия им увеличивать. А в России, скорее всего, там по-другому. Да? Это тоже фактор важен. Твои профессиональные издержки, они все равно будут влиять на твое решение. Потому что он работал, он знает, он видел, и он по-любому скептически относится, по-любому дипломат говорит, да вот они там любят... Некая профдеформация есть. Да, любят там свои шпионские игры поиграть. На самом деле все не так. Вот надо поговорить, так, обменяться там, и все будет нормально. Вот мне кажется, здесь вот этот момент важен. Вот как-то так. Ну и тоже важно, о провалах мы знаем, а об успешных операциях мы никогда не узнаем. Да, Да? это точно. Да. Вот. Ну вот как-то так, если смог ответить. Спасибо вам большое. На самом деле было очень интересно. Многое даже было неожиданным. Ну, в смысле, из того, что мы обсудили сегодня. Спасибо вам, Галия Ханым, за приглашение. Было классно пообщаться.